Когда напали на первую заставу Харовского погранотряда, командир поста боевого охранения был внизу. Он смог подняться на свои позиции лишь к утру, когда обстрел начал стихать. До этого в течение почти 8 часов с горки заставу прикрывали лишь солдаты и сержанты. После неудачного штурма заставу и пост обстреливали еще около 5 дней. Теперь все успокоилось, но каждый вечер, начиная с 6 часов, бойцы готовятся к худшему. На данный момент угроза нападения на заставу сохраняется, обстановка напряженная, обстрела пока нет. Либо боевики перегруппировывают свои силы, либо они ждут подмоги и подкрепления и команды из-за границы. Командир поста и его подчиненные люди здесь временные. Они присланы из Воркуты на 3 месяца и вот-вот должны смениться. Один Воркута только. Это касается моих людей, которые здесь на ФБО и на Хумраге. Прилетал Чулин 8 числа. Он сказал, что ваши наградные листы, которые вы представили, уже ушли в Москву. Вот его слова. С возгласами, значит, вот, пограничная застава, сдавайтесь, там, Аллах Акбар и всевозможными, вот, пытались в несколько степени, говорится, повлиять на этот контингент, значит. Вот, в ответ, соответственно, прозвучали, говорят, выстрелы, вот, было предпринято контратака подавления этих огневых точек. Я считаю, провокации будут до тех пор, пока группировка, значит, Мирзоджаги сама не уйдет с ущелья, вот, по горным тропам, значит, в тыловой район Таджикистана, либо не сдаст оружие. До тех пор продолжается война здесь. Да, это действительно война. И в этой обстановке заставе подходит другое название, например, укрепрайон. А стражам границы на время, наверное, нужно забыть о своей основной специальности. Для обстрелов здесь не осталось ни одного здания, которое можно было бы использовать по назначению. Здесь настоящая линия фронта, причем противник находится в том направлении, где у пограничников должен быть тыл. Поэтому правильно их называть фронтовиками. Штаб-квартира Салама находится в Анчи, в Горном Бадахшане. Горный Бадахшан сегодня – это практически никому не подчиняемая территория. Поселок Ванч находится в 16 километрах от Афганистана и является основной базой таджикских маджахедов. Генерал Маджахед Салам здесь бог и царь. Раньше это среди своих авторитет, имел там уважение. Он получил от руководителя оппозиции Саида Абдулу Нури звание генерала. Сейчас в подчинении Салама находится около 6 тысяч человек. В основном все ребята, которые служили во время Советского Союза, они служили, они готовы были. Все их готовят. Только оружие, они сами знают, как стрелять и как стрелять. Причем Салам не скрывает, что его люди все-таки повышали боевую подготовку в афганских лагерях, как и не делает тайны из того, что у таджикских маджахедов нет проблем с оружием. Сейчас мы находимся на пограничной заставе Ванч, где недавно, несколько дней назад, шли тяжелые бои между пограничниками и вооруженными боевиками оппозиции. Рядом со мной находятся солдаты и офицеры, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях. Я подошел их представить. Андрей Иванович, вам? Я начальник пограничной заставы, старший лейтенант Кириллов Андрей Иванович. Заместитель начальника застава по работе с личным составом лейтенант Жураев. Командир Рашида Агрессивна. Андрей Иванович, наверное, вот вас начнем. Андрей Иванович, вот я хотел бы вас спросить, рассказать вот именно ваши впечатления, что предшествовало вот этому бою, вообще вот этим всем событиям, которые были, какие были ваши мнения об этом? И непосредственно, как вот появились солдаты, офицеры в ходе этого боя, как происходил ход всех вот этих боевых действий? Ну, значит, развитие событий, значит, предвещали события, которые происходили, значит, непосредственно на пограничном посту Дашти-Изгулем, вот, и обстрел колонны, значит, на участке соседнего пограничного отряда. Вот. Значит, далее, значит, события на нашем, значит, направлении происходили, значит, следующим образом. Значит, прибывали группы сюда, значит, из числа местных жителей, вот, влияли особенности на личный состав, значит, русскоязычный, вот, в плане того, что, значит, уверены ли вы в том, что, значит, будут ли боевые действия, не будут ли боевые действия, значит, боитесь ли вы этого, значит, предлагали, значит, в добровольном порядке перейти на сторону, значит, вооруженной позиции, в дальнейшем, значит, убыть к местам проживания,
Вот. Ну, то есть, считаю, была психологическая обработка. Значит, со стороны, значит, лидеров оппозиции, в данном случае, значит, Мухаббатова Салама, потом, значит, группы, значит, Гаиб Назара, вот. Значит, было оказано давление непосредственно на руководство пограничного. Вот. Непосредственно, значит, от Мухаббатова Салама, значит, лидера этой группировки, значит, Ваншского ущелья, значит, вот, были заявления неоднократные в плане того, что, значит, заставим это... Значит, я вот вас перебью. А чем вызвано вот такое вот внимание местных боевиков к вашей заставе? Вы им как-то мешали здесь или почему именно вот на вас концентрирован был главный удар, по вашему мнению? Полный вопрос, значит, здесь, значит, по, значит, распоряжению командира части, значит, было выставлен контрольный пост круглосуточный, значит, с целью обеспечения соблюдения правил пограничного режима. То есть недопущение пропуска боевиков, значит, незаконных вооруженных формирований по дороге общей пользы. Значит, со стороны государственной границы направления Ванчи и с Ванчи направления государственной границы. Вот. Их единственным требованием было, значит, это беспрепятственный пропуск их, вот, с целью дальнейшего ведения боевых действий, значит, с вооруженными, значит, с представителями, значит, да, правительственных войск, значит, пограничных войск и Министерства обороны Республики Таджикистан. Я считаю, что это послужило, значит, непосредственно проведению боевых действий здесь. Вот. Был, значит, нанесен не ответный удар, а, говорится, упреждающий удар был по позициям боевиков. На что боевики, вот, 10 апреля, вот, ориентирован 18 часов 15 минут, вот, значит, во время постоянного личного состава на чистку оружия, вот, был открыт, значит, внезапный огонь по пограничной стае, значит, из минометов, безоткатного орудия и РПГ стрелкового вооружения. Вот. Значит, дежурный по пограничной стае дал команду к бою, вот, личный состав, значит, получал, значит, вооружение, вот, носимый запас и, значит, через черный ход, значит, и оконные проемы, значит, выдвигался, значит, непосредственно к местам, значит, обороны, согласно, значит, боевого расчета. Вот. Значит, резерв, находящийся на пограничной стае, значит, осуществлял, значит, развертывание пункта боепитания, значит, темноты, значит, и, значит, используем скаток места, значит, со стороны вот поймы реки Ванч, здесь вот проходящий, значит, за казармой, значит, с целью, значит, пробить бреши, значит, в направлении, значит, примерно середины казармы, значит, летней кухни, и со стороны ворот. Вот. Значит, в ходе выдвижения был интенсивный огонь, значит, артиллерии, вот, значит, со стороны кишлака, значит, Рог, кишлака Пашамбиабад и высоты господства, значит, над кишлаком Пашамбиабад. Вот. Значит, в ходе боевых действий, значит, со стороны боевиков, видимо, используя, значит, наркотические вещества, они, значит, пели песни, вот, что морально, значит, воздействовали на личный состав, значит, высказаны, значит, крики были, что, значит, застава, отбой, вот, значит, таджики, сдавайтесь, вот, там высказывание их, значит, Аллах Акбар, вот, на что, значит, личный состав ответил, естественно, значит, ответным огнем, вот, целенаправленно, значит, по подавлению огневых точек. Значит, 11-12-13, значит, был осуществлен, значит, обстрел пограничного из безоткатного орудия, минометов, вот, значит, результатом чего послужило, значит, возгорание, значит, здания, значит, складских помещений, вот, пограничного, значит, и, значит, непосредственно, значит, уничтожение, значит, технических зданий и, значит, жилых строений, значит, пограничного, вот. Где-то в дальнем краю, где так быстро сгорает трава, где порядком вам все надоело, снится вам дом родной и живая листва тех деревьев у окон родного порога. Мы вас ждем, возвращайтесь скорей, мы вас ждем. Пусть вам будет счастливой дорога, пусть вам там повезет под солнцем или дождем. Здесь на вас мы надеемся все, как на Бога.
как устали мы ждать, как устали слезой утираться. Письма долгие, что в них там можно сказать? Если б сердце могло к вам туда достучаться, может, легче б вам стало встречи с домом родным ожидать. Мы вас ждем, возвращайтесь скорей, мы вас ждем. Пусть вам будет счастливой дорога, пусть вам солнцем или дождем. На вас мы надеемся все, как на Бога. И когда в звездный час вы придете домой, вам деревья и мы за нелегкий ваш труд поклонимся. Птицы будут вам петь и не будут жалеть голос свой. А пока что мы все вами только гордимся. Мы вас ждем, возвращайтесь скорей, мы вас ждем. Пусть вам будет счастливой дорога, пусть вам там повезет под солнцем или дождем. Здесь на вас мы надеемся все, как на Бога. Мы вас ждем, возвращайтесь скорей, мы вас ждем. Пусть вам будет счастливой дорога, пусть вам там повезет под солнцем или дождем. Здесь на вас мы надеемся все, как на Бога. Мы вас